Здравствуйте, в эфире новости Татарстана, в студии Лена Зинатуллина. Это экстренный выпуск наших новостей. Стрельба в 175-й гимназии на улице Файзи. На данный момент, по официальной информации, 8 погибших, 18 детей и 3 взрослых госпитализированы. Несколько детей получили травмы, прыгая из окон. После майских каникул это был первый учебный день. По словам очевидцев, звуки стрельбы раздались в 10 утра. Мы видим, как дети выпрыгивают из окон 1-го и 3-го этажа. Видео снято нашими корреспондентами и из телеграм-каналов. По предварительным данным, стрелку 19 лет. Он бывший ученик этой школы, его задержали. На месте трагедии побывал президент республики Рустам Минниханов. Он сказал, что силы развернуты, все, что необходимо, будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось, сказал он в эфире канала «Россия-24». Большая беда. Мы потеряли 7 детей, ученики 8 класса, 4 мальчиков, 3 девчонки. Они погибли вот здесь, на 3-м этаже. И 16 человек сегодня, сейчас находится 12 детей, 4 взрослых в госпитале. Террорист арестован, 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развернуты, конечно, все, что необходимо, будет оказана помощь и школе, и семьям. И сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось. Правительство республики выплатит компенсации семьям погибших и пострадавших во время стрельбы в школе в Казани. Такое поручение дал Рустам Минниханов. Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Казани. Президент глубоко соболезнует родственникам детей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также глава государства в связи с ЧП в школе поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. На данный момент, по официальной информации, 8 погибших, 18 детей и 3 взрослых госпитализированы. Несколько детей получили травмы, прыгая из окон, 2 из них погибли. Сейчас на месте работают наши съемочные группы. Алия, что сейчас происходит? Здравствуйте, Лина. Мы продолжаем свою работу на месте трагедии. Это территория 175-й школы. Как вы видите, территория до сих пор оцеплена, и здесь работает огромное количество спецслужб. Завершили свою работу представители ОМОН, они уже отъехали, а вот бригады скорой помощи, полиция, пожарные, сотрудники госавтоинспекции свою работу продолжают. Также в школе продолжают свою работу представители Следственного комитета. Они, наверное, уже сейчас завершают свою доследственную проверку. Сейчас нас, журналистов и других людей, попросили еще дальше отойти от школы. На территорию буквально 5 минут назад заехал большой синий автобус. Его сейчас не видно, что происходит на территории школы, мы тоже сейчас сказать не можем. И по последней официальной информации стало известно, что 12 мая в нашей республике объявлено днем траура. И завтра, 12 мая, в Казани все учебные занятия будут отменены. Также правительство республики по поручению президента Республики Татарстан готовит выплаты всем семьям погибших и пострадавших в этой трагедии. Лина, мы продолжаем свою работу здесь. Слово вам. Благодарю, Алия. Это была Алия Харудинова, наш корреспондент около 175-й гимназии. По предварительной информации, задержан бывший выпускник этой школы. Ему 19 лет. Кто-то публикует его сообщения в социальных сетях. Он грозился убить 10 человек, себя называл Богом. Он проживал на улице Туганлык и сообщил при задержании, что там заложена бомба. И самые страшные кадры того, что происходило сегодня. Раненые дети лежат на земле возле школы. Им оказывают медицинскую помощь. У детей в крови лицо, руки, ноги. Помощь оказывают сразу несколько бригад медиков. Рядом находятся родители. А с тобой что? А с ним что, он прыгнул, что ли? Он не ранен. Не раненый? Ты ранена? Попали, что ли, тоже?
И в телеграм-каналах появилась фотография, как выглядит класс после стрельбы. Видно следы крови. Погибшие дети лежат на полу. Это 6 человек. По предварительным данным, стрелял бывший ученик гимназии именно здесь. По этическим причинам мы не можем показать тела детей. Гимназия номер 175 открыта в 2006 году. По данным официального сайта, здесь учатся 1049 детей, 57 педагогов, обучение в 2 смены. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли двор дома номер 10 на улице Туганлык. Как говорят жители, им сказали в полиции, что здесь живет нападавший на школу. Напомним, он заявил, что в доме заложена бомба. Всех жильцов эвакуировали. Дежурят полицейские и МЧС. Из дома полицейские вывели мужчину, погрузили в машину и увезли. Информации о нем нет. Оцепление осталось. Как говорят жители, в доме взрывов не было. Пострадавших с места трагедии увезли в Республиканскую клиническую больницу, в 7-ю горбольницу Казани и ДРКБ. Сообщается о 20 госпитализированных. Один из взрослых госпитализированных в стабильном состоянии. Состояние остальных пациентов уточняется. Сейчас в ДРКБ находится 18 детей. По нашим данным, 6 из них в крайне тяжелом состоянии. Идут операции. Остальные с ранами, переломами и ушибами осматриваются врачами. Сейчас там работает наша съемочная группа. Слово Юлии Гоголевой. Да, Лена, я вас слушаю. Что можно сказать? Обстановка здесь, в ДРКБ, сейчас очень напряженная. Журналистов попросили удалиться за территорию, снимать. Там за ограждением нам уже ничего не разрешают. Всех родителей собрали вот в этом помещении на 1-м этаже. По предварительным данным, к ним сейчас должен выйти главный врач, будет отвечать на их вопросы. Есть информация, что сюда приедет президент Татарстана, что тоже будет разговаривать с родителями, как-то попытается их поддержать. И давайте послушаем, что говорят о произошедшем родители и заместитель главного врача ДРКБ. Просто хотели сказать, кого вы здесь ждете? Сына. Какой класс? Ученик 8 класса 175-й гимназии. Вы его видели, сами привезли? Нет, его забрали на скорой, и сейчас он в операционном. Какая-то информация есть о состоянии, о травмах? Пока сообщают, что все живые и что-то там ранение в легкое. Операцию будут делать, сказать сейчас. В данный момент с места происшествия на сегодняшний момент доставлено 18 детишек, 6 в крайне тяжелом состоянии, 4 в крайне тяжелом состоянии, очень выраженные кровопотери. Вот. Но делается все необходимое, все возможное, то есть все медикаменты есть, значит, переливаем кровь, переливаем компоненты, тоже все в достаточном количестве, помощь оказывается в полном объеме медицинская. Сейчас вот пошла информация, что не хватает крови. Нужно ли приходить экстренно? Нет, у нас пока, во-первых, есть и донорский запас определенный, да, вот, ну и будем еще сообщать, если понадобится. Пока все в достаточном количестве есть. Что всего сюда в ДРКБ доставили 18 детей, все они разного возраста, кому-то и 8-9 лет, есть и старшеклассники, у всех различные травмы, есть те, кто в реанимации, кому сейчас делают операцию. Среди родителей, которые приехали сюда в ожидании хоть какой-то информации, есть и родители погибших детей, и с ними сейчас работают психологи. На этом у меня все. Лина. Благодарю вас, Юлия. Это была Юлия Гоголева из ДРКБ. Еще раз напоминаем, телефоны горячей линии. Родители могут позвонить по телефонам Управления образования Казани 292-4403 и 292-3704. Для жертв стрельбы открыт телефон горячей линии для оказания психологической помощи 288-45-67. Пока по официальной версии погибли 4 мальчика и 3 девочки, а также учительница. 21 человек находится в больнице. Эвакуированные из гимназии номер 175 находятся в детских садах номер 181 и 40. Почти всех уже забрали родители. Стрельба в школах страны случалась и ранее. 14 ноября 2019 года в Благовещенске 19-летний студент Амурского колледжа устроил стрельбу в одном из зданий учебного заведения. Тогда погиб мужчина, еще 3 пострадали. В марте 2015 в Томске 9-классник открыл огонь из пневматического пистолета. Травмы получили 2 школьников. В ноябре 2015 во время стрельбы в здании Саратовского лицея был убит один из тренеров. 2 родителей были ранены. В сентябре 2017 года
Девятиклассник в Московской области принес в школу самодельные взрывные пакеты. В январе 2018 года в Симферополе ученик 7 класса ранил пятиклассника. В октябре 2018 в Керченском политехническом колледже произошла стрельба, затем прогремел взрыв. Тогда погибли 20 человек, 65 человек получили ранения. Стрелявшим оказался студент 4-го курса. Как сообщает интернет-издание «Реальное время», сегодня нападавший в Казани был вооружен таким же ружьем, как им пользовался керченский стрелок. Следственный комитет возбудил уголовное дело. ТАСС сообщает, что в Казань вылетел спецборд МЧС с врачами и психологами для помощи пострадавшим. Сообщается, что этим же самолетом прилетают министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр образования Сергей Кравцов. Госдума России сегодня открыла пленарное заседание с минутой молчания. По нашим данным, расследовать стрельбу в Казани будет Центральный аппарат Следственного комитета России. На место происшествия направлены криминалисты ведомства. Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днем траура. В Казани отменяются массовые мероприятия, и в самое ближайшее время в столице республики состоится заседание антитеррористической комиссии. Во всех школах Казани сегодня отменена 2-я смена. Об этом сообщила мэрия города в своем телеграм-канале. Завтра во всех школах отменены занятия. По поручению президента республики будут организованы проверки всех учебных заведений. Рустам Минниханов поставил задачу обеспечить повышенные меры безопасности. Следите за нашими спецвыпусками весь день. До свидания.